пригласим наших студентов, Светлана Пожалуйста. Сергеевна. Да? Пожалуйста. Друзья, вы представляете, как здорово можно научиться новому? Это один из лучших психологов сыктывчан. Светлана Сергеевна, я должна рекламировать. Добрый день, уважаемые члены жюри. Очень приятно вас видеть. Можно я без микрофона? Я постараюсь погромче говорить, да, потому что мне нужно будет жестикулировать и общаться с коллегами. Добрый день, уважаемые коллеги. Я, наверное, уже сколько времени могу вас так называть. Да? Сегодня я хочу научить вас тому, что умею я. Я хочу научить тому, что получается хорошо у меня и имеет достаточно стабильный высокий результат уже на протяжении нескольких лет. Итак, следующий слайд, пожалуйста. Актуальность. Одной из основных задач дошкольного образования в рамках образовательной программы дошкольного учреждения в соответствии с требованиями ГУСДО является создание максимальных условий, обеспечивающих интеллектуальное развитие личности ребенка. Федеральная образовательная программа дошкольного образования, которая вступит в силу уже 1 сентября 2023 года, также определяет задачу развития интеллектуальных способностей ребенка. Поэтому можно говорить о том, что интеллектуальное развитие выступает в качестве важного направления развития ребенка в дошкольный период детства. В частности, мыслительных процессов как одной из составляющих интеллекта. Проблеме изучения мышления в научной среде уделялось достаточно много времени. Очень многие знаменитые ученые, я думаю, вы их все знаете, занимались данной проблемой. Следующий слайд, пожалуйста. Мы остановили свой выбор на технологии развивающих игр Анатолия Залмановича Зака, в частности, на игре «Как гусеница» и «Муравей в гости ходили». Следующий слайд. Анатолий Залманович Зак, доктор психологических наук. Много лет в своей жизни он изучал интеллект детей. Он является разработчиком многих развивающих программ для дошкольного возраста, младшего школьного возраста и среднего звена основной школы. Цель его технологии – это развитие мышления, в частности, всех его операций. В основе исследования Анатолия Залмановича – это теория развития теоретического мышления как общего способа решения задач. Следующий слайд, пожалуйста. Итак, данная технология, а точнее ее элементы, мы используем с целью формирования у детей умения обследовать условия заданий, умение планировать выполнение заданий, умение контролировать свои действия при выполнении заданий. Соответственно, с данной целью мы ставим и определяем для себя следующие задачи в работе с детьми. Учить выполнять задания по перемещению персонажа в уме, делать воображаемые изменения ситуаций, учить сопоставлять задания, проверять выполнение, отгадывать задачи по перемещению. Учить использовать разные способы выполнения заданий, то есть выявлять комбинации, проявлять инициативу в поиске путей достижения цели, то есть выбирать комбинации для достижения поставленной цели. Развивать интеллектуальную гибкость, умение взглянуть на ситуацию с разных сторон, развивать способности к логическим действиям и операциям, развивать объем, произвольность внимания и оперативную память. Следующий слайд, пожалуйста. Для решения данных задач мы выполняем определенные этапы, последовательные этапы игры. На первом этапе мы знакомим детей с игровой ситуацией. То есть, в рамках нашего цикла занятий, которые мы проводим, развивающих занятий с детками, сюжет таков: Незнайка и его друзья путешествуют. В данном уроке они попали на полянку. И я обращаюсь к ребятам и говорю: ребят, кого встретили здесь? Кого они здесь встретили? Это кто? Это гусеница, а гусеница это кто? Это насекомые совершенно. А скажите мне, пожалуйста, что вы можете мне рассказать? Что вы не знаете? Где она живет?
живет, чем питается? Гусеница – это еще бабочка. Так, еще что вы не знаете? Питается растениями. Питается на растениях, живет она где? В траве, на полянке, да? А как она двигается? Есть у нее какие-то характерные особенности? Думаете? Она же полосит. Она ползает как? Очень быстро-быстро, как заяц. Нет, а как? Медленно. Гусеничка двигается очень медленно, да, потому что она сгибает, разгибает свое тело и двигается очень медленно, да. Вот характер движения гусенички. Как вы считаете, это доброе насекомое или злое? Доброе, конечно. И, наверное, у нее много друзей, правда? Вы что думаете, что у нее много друзей? Да. У нашей гусенички много друзей. Она очень любит ходить в гости к своим друзьям, пить чай. И у нас на полянке, нашей сказочной полянке, есть вот такой домик. И здесь живут друзья гусенички, к которым она любит ходить в гости. Смотрите, домик у нас небольшой, очень интересный. В нем 2 этажа. Первый этаж и второй этаж. Давайте посмотрим, кто живет на первом этаже. Кто живет на первом этаже? Кто живет на первом этаже в домике? Вообще просто квадрат. А теперь я знаю один большой секрет. Вы все очень умеете красиво говорить полным ответом. Кто живет? На первом этаже живут плюс и квадрат. Замечательно. Кто живет на втором этаже? На втором этаже домика живет круг и точка. И точка. Замечательно. Наша гусеничка очень медленно умеет ходить, соответственно, медленно, поэтому передвигается она только на одну клеточку, только прямо, но в разных направлениях. То есть она может двигаться вверх, вниз, вправо или влево. Давайте попробуем. Представим себе, что гусеничка сейчас у нас пьет чай с точкой, находится у нее в гостях. Как вы думаете, куда она может пойти в гости от точки? Круг. Полный ответ, прости. Гусеница может пойти вместе от точки к кругу. Совершенно верно. Только кругу Гусеница может пойти от точки к плюсу. от точки к плюсу, совершенно верно. А если она гостит у квадрата? Гусеница может пойти в гости к кругу. Кругу Гусеница может пойти от квадрата к плюсу. от квадрата к плюсу. Замечательно. Итак, на первом этапе вы увидели, да, мы проверяем первые знакомые ребята с прямыми ходами, да, то есть куда могла пойти гусеница. Чуть-чуть усложняемся. Теперь следующий вопрос. Откуда могла прийти гусеница? Да? Итак, смотрим, ребята, сейчас гусеница гостит у квадрата. Откуда она могла сюда прийти? Гусеница могла прийти к квадрату от круга и от плюса. Замечательно. Да? Итак, вот это основные вопросы, которые мы разрабатываем на данном этапе. Дальше. Следующий вопрос идет как усложнение. Гусеничка сейчас находится в гостях у точки. Как вы думаете, она может пойти к квадрату? Наверное, гусеница не сможет пойти. Так, вы считаете, что не сможет. А еще какие варианты есть? Она сможет, но ей надо пройти через поле. Замечательно. То есть она все равно сможет попасть. Ну, каким способом? Сначала пойти, например, в круг, а потом к квадрату. Замечательно. И здесь мы тоже позволили себе расширить элементы технологии методики ЗАКа. Мы добавили вопрос. Да, на этом этапе у Анатолия Залмановича нет этого шага. Да, мы здесь его добавили, сколько шагов она совершает. Да? Сколько шагов сделала гусеница, чтобы дойти до квадрата? Получается, 2 сначала круг, а потом квадрат. 1, 2. И мы с ребятами просчитываем все вот эти шаги. На этом заканчивается первый этап. Дальше идет усложнение. Мы даем усложнение по линии пространственных отношений, развитие произвольного внимания и памяти. Добавляю такое задание. Я сейчас буду загадывать шаги, а вы должны будете отгадать, где остановилась гусеница. Пробуем. Сейчас гусеница гостит в гостях у Люсика. Видим глазками, смотрим внимательно. Вверх, вправо. Где остановилась гусеница? Гусеница остановилась у круга. Замечательно. Еще раз попробуем. Гусеница здесь. Смотрим. Вверх, влево, вправо. Гусеница остановилась у круга. Замечательно. Итак, вот это усложнение будет следующее.
На третьем этапе мы усложняем задания с ребятами по увеличению количества квартир в доме. Ребята, посмотрите, что произошло с домом. Стало больше. А почему? Появилось больше друзей. Конечно, их тоже надо было где-то поселить, поэтому достроили еще один подъезд. Какие жильцы поселились там? Новый жилец линия и новый жилец треугольник. Домики поселились. Новый жилец линия, новый жилец треугольник. На этом этапе все задания предыдущего первого этапа повторяются с увеличением, да, и по счету шагов тот же самый, и линия пространственных отношений тоже сохраняется. Здесь мы с ребятами отрабатываем далее. На этом этапе мы добавляем смену позиции ребенка. Если до этого ребята были в позиции отгадывающих, здесь добавляется позиция проверяющих. То есть я могу загадывать ребятам загадки и давать им роль контроля. И они контролируют, правильно ли я выполнила задание. На следующем этапе, на четвертом, опять-таки усложняется позиция ребенка, когда мы предлагаем ребятам самим придумать загадки. Да? Это уже сложный этап, поэтому мы начинаем с двухшаговых действий. Давайте попробуем гусеничка придумать сами. Кто готов? Гусеница была у круга. Затем она пошла направо и спустилась вниз. Где сейчас гусеница? Гусеница находится высоко вниз. Браво. И вниз. Умница. Итак, вы увидели, да? То есть здесь, ребята, позиции загадывающие. Им нужно самим спланировать задачу, проанализировать, спланировать, это в речевом плане выразить. Да? То есть вот, посмотрите, какая массивная работа идет в умственном плане, да, способность действовать в уме. Следующее усложнение идет по линиям, опять-таки, увеличение количества фигур, да, то есть здесь вы уже видите, усложняются задачи, используются все предыдущие вопросы, удлиняются пути. Здесь мы добавляем еще и уже сравнение путей, как выбор комбинаций, да, то есть мы уже, научившись считать шаги, мы можем выбрать, какой самый путь, какой эффективнее путь, да, один длинный, другой короткий. Мы уже учим деток выбирать эффективные, но при этом все шаги правильные, потому что они достигают своей цели. Ну и на последнем, шестом этапе детки самостоятельно придумывают 4 шага. Некоторые ребята доходят до 6-8 шагов и выступают во всех 3 позициях, да, загадывающий, проверяющий и отгадывающий. Дальше идем. Итак, мы рассмотрели основные этапы работы. Обратите внимание на принципы построения данной технологии, которые дают результат. Итак, прежде всего, воображаемое изменение ситуации. Поскольку в игре не нужно ничего реально перемещать, а необходимо лишь представить, куда возможно передвижение ее персонажа. Ребенок в позиции отгадывающего, проверяющего и загадывающего. Далее, следующий принцип – постепенное усложнение задания, что дает ребятам легко адаптироваться и переходить на следующий этап. И последнее. У детей имеется возможность использования разных способов успешного выполнения заданий, что позволяет ребенку проявлять инициативу в поиске путей достижения своей цели, способствует развитию у ребенка интеллектуальной гибкости, возможность с разных сторон посмотреть на одну и ту же ситуацию. И мы учим ребят, что цель одна, а достичь ее можно разными путями. Нужно лишь найти более-менее эффективный, тот, который подходит тебе. Следующий слайд, пожалуйста. Итак, как обычно, как уже было отмечено выше, элемент технологии Анатолия Залмановича мы используем как часть развивающих занятий в середине курса. Качественные результаты мы можем наблюдать и отслеживать уже в ходе освоения детьми игровых действий. То есть мы видим, освоена задача или не освоена. Мы можем продлить занятия, остановиться на данном этапе, можем уже переходить раньше. И в начале и в конце реализации курса развивающих занятий мы проводим диагностическую работу, то есть диагностику уровня развития познавательных процессов. На диаграмме представлены данные только по динамике количества детей, показывающих высокий уровень развития в начале учебного года, и что мы имеем на конец, по итогу.
данной технологии позволяет достигать положительных результатов формирования у детей умения обследовать условия задачи, умение планировать выполнение заданий, умение контролировать свои действия при выполнении заданий. В следующем блоке данная работа не заканчивается. Анатолий Залманович предлагает ход муравья, он более сложный. Для того, чтобы поднять мотивацию детей, чтобы было им интереснее, мы заменяем игру муравья, переходим с персонажами нашего курса в лес и проводим те же самые этапы на более усложненных вариантах. Там уже используем не фронтальную работу, а больше индивидуальную вкупе с фронтальной. Там у нас идут сначала закрепление ходов лесовичка, потом усложняем ходы по диагонали. Там уже ребята используют индивидуальные ламинированные карты, где они имеют внешнюю опору, используя маркер, они имеют право ошибаться, стирать, находить новые пути. Да? И в подготовительной группе ребята, используя данную технологию, ребята у нас очень хорошо переходят к работе с графическими диктантами. То есть практическая работа и подготовка к школе в обязательном порядке. Вот с такой технологией я хотела вас сегодня познакомить. Спасибо вам огромное за помощь в моей работе. Цель моего сегодняшнего мастер-класса была познакомить коллег с той технологией, с технологией ЗАКа, технологией развития мышления, которую я использую в своей работе. Я рассказала, попыталась продемонстрировать основные этапы работы, показала, как на них работать. Я считаю, что я не задала один единственный вопрос, который хотела задать коллегам своим, да, где бы вы нашли применение моей технологии, нашли бы вы ее применение в своей профессиональной деятельности. Ну, студентов профессиональной деятельности еще нет. Светлана Сергеевна, задайте. Они могут ответить на вопрос с места. Да. Мария, Елена, Ирина, вы нашли бы применение в своей профессиональной деятельности представленной мной технологии? Да. Конечно. А как вы считаете, с какого возраста можно применять данную технологию? Старший дошкольник, скорее всего. Да, Анатолий Залманович предложил его со старшего дошкольного возраста, но сам же сказал, что в индивидуальном порядке он работает с 4 лет с детками дома. То есть вы, как мамы, можете заниматься развитием своего ребеночка уже дома с 4 лет. А в среднем звене и младшем школьном звене институт очень хорошо работает, там разработаны все диагностические инструментарии им же самим. Спасибо огромное за внимание членам жюри. Спасибо большое, Светлана Сергеевна. Действительно, да, вот совершенно уже другой мастер-класс, связанный с развитием детей дошкольного возраста. Ну и, пожалуйста, вопросы от членов жюри. Коллеги. Светлана Сергеевна, скажите, пожалуйста, вы когда эту технологию представляете педагогам, вы потом результаты их работы узнаете, спрашиваете, каким образом, занимаются ли, где именно? По данной технологии Да. больше всего работаю я. Но, естественно, я педагогов, конечно же, знакомлю, и если мы работаем совместно и во взаимодействии, вот результаты вы на диаграмме видели, они не могут быть отдельными у них или у меня, у нас совместные. И Где они используют эту технологию? вот при подготовке к школе очень хорошо. Ну, В частности, вот, как я уже отметила, графический диктант замечательно помогает ориентировке пространственной на листе, бумаги и пространственные, и ориентировка в клетках. Члены жюри передают микрофон как эстафетную палочку. Александр Викторович. Светлана Сергеевна, скажите, пожалуйста, все мы знаем методики ЗАКа, но достижение, так скажем, уровня теоретического анализа, как правило, соотносится с младшим школьным возрастом. Были ли у вас такие случаи, ситуации, когда вы уже наблюдали у детей в старшем дошкольном возрасте, да, ну вот какой-то хотя бы обрис вот этого теоретического анализа? Есть детки одаренные в интеллектуальном плане, и их единицы, но они бывают.
которые уже могут самостоятельно, включила видео, нет согласия, да, могла бы показать, в принципе, что ребенок самостоятельно делает огромные шаги, причем это все в умственном плане, загадывает длинную очень загадку, убирает комбинацию критических решений. Ничего, Какая доля упражнений у вас связана как раз именно с переводом этих действий, с опорой, допустим, или без, например, да, как это предлагается у Зака, в умственном плане? И вот сколько шагов в умственном плане с опорой или без старшие дошкольники на ваших занятиях могут сделать? Сколько упражнений в умственном? Нет, сколько шагов? То есть вы можете предъявить образец, который, в принципе, они могут запомнить как изначально опору, а дальше, допустим, как в том числе и по методике Зака, да? Ну, в большей степени, конечно, для начальной школы, но, может быть, у вас есть такой опыт. Если мы начинаем, да, спасибо за вопрос, если мы начинаем вот поэтапно, как раз вот с минимума 1 шаг, 2, и делаем это систематично, регулярно, до 8 шагов ребята могут сделать самостоятельно, запомнить, проследить и сами придумать это задание. То есть эти действия могут выполнить в умственном плане. Спасибо. Ну вот как раз начальный там максимально получается 10, то есть то, что он предлагает. Насколько мне помнится, да. То есть фактически это очень близкий показатель. И для дошкольников это действительно очень огромное достижение. Скажите, пожалуйста, в вашей практике есть ли задания, где вы используете не только шаг, например, там муравья и так далее, и вверх-вниз, справа, влево, но еще ход конем? Нет. Не пробовали? Нет. Это очень сложно для дошкольного возраста. Когда у меня была практика работать в начальной школе психологом, и был курс развития логического мышления для начальной школы. А даже у одаренных, вот как вы говорите, у способных ребят, не получается? Нет, у моей практики ни разу не было ход конем вот настолько. Может быть, мне просто не попадались дети, которые занимаются шагом. И которые с этим сталкиваются уже в определенном обучении из конкретно. Если позволите, коллеги, последний вопрос. Скажите, пожалуйста, вот вы показали, что помимо предлагаемых вопросов на первом этапе и так далее, вы дополнили, Да. то есть как бы определенный вид помощи оказываете. Есть ли у вас ребята, которым вот этот вопрос не нужен, например, сколько шагов сделала или должна сделать, например, гусеница или муравей и так далее? Или, по вашему мнению, это облегчает, собственно, понимание вообще самой как бы сути задания, и, соответственно, это потом переводит на более высокий, так скажем, качественный уровень подготовки ими уже самим заданий для других детей? Я думаю, что, скорее всего, этот вопрос о помощи им для того, чтобы отслеживать 1 шаг, 2 шага, и даже зрительно делать опору на начальных этапах, а потом они сами переходят уже. И опять-таки для сравнения, чтобы сравнить, какой путь длинный, какой короткий, нам нужно знать сравнительно. 8 шагов он сделал, либо 4. Я выбираю этот путь, потому что он короче, в нем всего 4 шага. Я быстрее доберусь до цели. И еще ремарка. Ну, вот он очень часто использует также цвет. Например, там есть у него упражнения по передвижению тоже, да? Ну, например, там по условиям, там, красный, синий линии и так далее, которые могут быть. У вас есть опыт применения? Нет, только на втором этапе мы добавляем, но там не столько даже цвет, а вот просто объекты, да, объекты, обозначены. яркие объекты. Нет, здесь только схема. Спасибо. Спасибо. Можно, да, я? Скажите, пожалуйста, если продолжить линию Александра Викторовича, мне стоит задать вопрос, были ли наблюдения о взаимосвязи, да, вот тех, да, психических процессов, которые развиваются, да, в таких заданиях, с развитием иных, да, психических качеств, свойств. То есть вот что-то меняется, да, в ребенке? Я уже отметила, наверное, да, как бы еще раз могу. Вот. Зак Анатолий Замалович говорит в большей части об операциях мышления, да, то есть он делает, но как бы здесь мы никуда не уйдем от объема внимания, да, от произвольности внимания, удерживания ребенком и оперативной памяти, объема оперативной памяти, поэтому, соответственно, с развитием здесь идет расширение, развитие всех познавательных процессов. И воображение в том числе, потому что представить, как этот объект двигается, это сложно.
Светлана Сергеевна, а вы готовы дать рекомендации о возможных рисках, да, вот при выполнении подобных упражнений, при организации работы детей, начинающим педагогам, психологам? Я пока передаю микрофон, да, вот, а вы отвечаете. Риски. Здесь просто на каждом этапе очень внимательно нужно отслеживать успехи детей и смотреть, у кого из ребят получается, у кого из ребят не получается тот или иной уровень. И знать, кому можно доверить данную позицию на данном занятии, кому можно помочь придумать 2 шага задачку, а кому можно доверить уже 4 шага провести вот это задание. То есть если мы будем отслеживать, то в принципе это игровая ситуация, ребята с удовольствием в нее играют, выполняют все позиции, очень любят заменять меня. Светлана Сергеевна, вот все-таки к педагогам вернусь. И у Светланы Антоновны был очень хороший вопрос. Вот вы, когда обучаете технологии педагогов, вы эти взаимосвязи, что использование не только вот этих упражнений, но они действуют вообще на развитие и на ту же последовательность их действий в каких-либо ситуациях, пусть бытовых, пусть игровых, пусть сложных ситуациях. Вот что из этой технологии педагогам можно брать именно в развитие мышления, не только играя за столом, но все-таки в дальнейших действиях. Вы связываете в своих, у вас хорошая такая деятельность с педагогами по этой технологии. Вот вы связываете именно... Если я правильно опять-таки поняла ваш вопрос, да, спасибо, то для меня ценность больше всего, и хочу донести это педагогам, да, ценность данной технологии в том, что она позволяет ребятам искать разные комбинации, которые они будут использовать в жизни. То есть, отходя от этой задачи, мы будем осуществлять перенос на разные жизненные ситуации. Цели в жизни бывают разные, бытовые, какие-то личностные. И умение найти в жизни, выбрать разные пути, отследить, проанализировать, выбрать для себя эффективное вот это качество, это далекая перспектива в данной технологии, которую вижу, как я, и пытаюсь донести. Очень практическая задача. Если я правильно поняла ваш вопрос. Светлана Сергеевна, большое спасибо. Я думаю, что вот сегодняшняя, да, наша малая и большая фокус-группа, да, имеет возможность убедиться, да, в ценности тех методик, да, которые разработаны классиками нашей российской психологии.